Друзья мои, молодые, энергичные, озорные, зажигательные, молодежь, которая собирается в штабе татар. Конечно же, вы уже уникальны, потому что вы нашли силы оторваться от гаджетов и перейти сюда, в это пространство. И в то же время я очень хочу, чтобы у вас, у каждого было внутри состояние, когда вы хотите не только для себя взять, но и передать. Вот это умение делиться, умение передавать, это самое, скажем так, важное качество человека, скажем, человека, который вышел уже на осознанный уровень. И самое приятное, что я хотела бы от вас, да, от молодых, видеть, это действительно умение передать правильное состояние и гордость за ту страну, в которой вы живете, как носители языка татарского, чтобы вы действительно передавали ту культуру, которая веками формировалась в Татарстане, и я надеюсь, что ваши семейные ценности будут и в дальнейшем передаваться вашим уже детям, потому что время скоротечно. Сейчас вам 20, 30, 40 лет, да, но буквально через какое-то время вы уже будете теми аксакалами, которые будут также передавать свои наставления молодежи. И, конечно же, друзья, помните, что все, что у вас есть, это благодаря вашим родителям. Поэтому чтите родителей, и это самое тоже важное, особенно у мусульманской молодежи. Да, почитание своего рода, своих родителей – это очень-очень правильный посыл. И я думаю, что в нашей стране только через возрожденные семейные ценности будут возрождаться все остальные. Хөрмәтле дуслар, җегетләр, кызлар, шын күңелдән әйтәсе килә бүгенге көндә. Татарның бер бик килешле, киңәшле сүзе бар. Татарны бердәмлек бизи. Киләчәктә дә бергә булыйк, бергә шатланыйк, бергә сөеник, булачак сөенечләргә, киләчәк сөенечләргә. Бергә булсак, миңа калса, бердәмлектә безнең көч диләр. Шуңа күрә шын күңелдән телисе килә һәрберегезгә дә исәнлек, саулык, бергә булыйк, бергә шатланыйк. Штаб татар уже много лет является центром притяжения всех, не только татар, но уже и тюркских народов в целом в Москве. И каждый, кто приезжает в Москву проездом или насовсем, или, может быть, на какое-то время, обретает здесь дом, думая, что на время, на самом деле навсегда. И хранитель этого дома, создатель и хранитель Рустем Фаизович Ямалеев. И сегодня мы здесь собрались в честь его дня рождения. Наверное, вот что хочу сказать. Помимо всех теплых поздравлений, которые ему говорят, цель каждого человека — найти, нащупать свое предназначение, свою миссию и исследовать ей. И, на мой взгляд, Рустем Фаизович на все 100% с этим справился и нашел свою миссию, и реализует ее изо дня в день, так как он является путеводной звездой всех татар, теперь уже башкир и всех тюркских народов в Москве. И каждый знает, что когда он приедет, ему есть куда пойти, есть место, где ему нальют чай, где его накормят, где он может познакомиться со своими единомышленниками. И в этом заслуга Рустема Фаизовича. Я хочу пожелать ему здоровья, чтобы он себя берег, так как он нам всем нужен. На текущий момент преемников достойных я лично не вижу. И в этом еще больше его ценность на данный момент. И я надеюсь, что та молодежь, которая в штабе каждое воскресенье собирается, подхватит эту инициативу, будет развивать и распространять, и поддерживать. Я все чаще и чаще наблюдаю, что именно в Москве вот эта молодежь, которая съехала со всех регионов Российской Федерации, начинает все больше тянуться к своим корням, культурным, национальным, этническим, языковым. Как же сделать так, чтобы в семьях молодежь ценила свои корни, знала их историю? Конечно же, ответ кроется в самом вопросе из семьи. Если дети будут знать, чем занимаются их родители, если дети будут знать,
корни и род занятий своих предков, бабушек, прадедушек, прапрабабушек. Они так или иначе все равно будут впитывать эту культуру. Если они будут знать, как в каких-то жизненных ситуациях вели себя его родители и его родственники прежних поколений, они будут понимать, в чем роль спорта, в чем роль здоровья, в чем роль каких-то ценностей, моральных принципов, устоев и культуры, как это отражается в жизни и в решении каких-то жизненных задач. И здесь не нужно далеко ходить, устраивать какие-то специальные курсы, какие-то надуманные программы. Все начинается в семье. Если мы просто начнем быть ближе с детьми, если мы начнем рассказывать о себе, не бояться показывать им свою настоящую жизнь и жизнь наших предков, рассказывать, как они этого достигали, через что им приходилось проходить, то тогда они неизбежно вырастут именно в той культуре, с пониманием своих семейных ценностей и с пониманием, для чего нужно здоровье, для чего нужно образование, для чего нужно быть хорошим человеком, для чего нужно знать свой родной язык. Дорогие друзья, сегодня мы хотели бы поговорить о нашей молодежи, о наших детях, о наших внуках, которые завтра придут на смену нам в России, в Казани, вообще во всем мире. Поэтому мне, конечно, хочется видеть наших детей и внуков счастливыми, успешными, богатыми, красивыми. Но пожелания к ним: не забывайте о старших, не забывайте о тех людей, которые вас вырастили, не забывайте о родителях, постарайтесь всегда помогать, вспоминать о них. И, соответственно, вы будете вознаграждены тем, что ваши бабушки и дедушки будут ухаживать за вашими внуками и помогать вам во всем, что бы вы ни сделали. Да будет так. Я, как всегда, с вами Валентин Малиновский. Я, как автор-исполнитель песен, хочу сказать, что на сознание человека, на формирование личности очень сильно влияет то, какую музыку вы слушаете, какие стихи вы читаете. Поэтому, пожалуйста, будьте обязательно избирательны, слушайте хорошие песни, добрую, светлую музыку и читайте хорошие книги. Алга, дорогие ребята, я хочу вам пожелать, чтобы вы никогда не сдавались, шли только вперед, шли к своим мечтам, целям. Пусть порой на пути встречаются разные преграды, но никогда ничего просто не бывает. И без мучений тяжело дойти к цели, но зато вы будете знать цену своей мечте. Поэтому идите только вперед, никогда не останавливайтесь. Ну а штаб Татар вас всегда поддержит.